В Москве названы победители суперфинала 4-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ими стали 106 управленцев из 32 регионов России и 3 иностранных государств. В суперфинале за звание лучшего поборолись 300 человек из 56 регионов России и Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и Арабских Эмиратов. Нашу республику в финале конкурса представлял Виталий Ломов, главный врач физдиспансера КОМИ. В суперфинал он не прошел, но полученные опыт и знания помогут в развитии здравоохранения в регионе. О масштабном проекте Татьяна Супряткина. Вот они, кадровое будущее нашей большой страны. Завтрашние министры, губернаторы, руководители крупнейших компаний и учреждений здравоохранения. Каждый лучший в своей сфере. Система кадровых лифтов – это принципиальное решение президента России. Оно было принято в 2017 году. Стартует эта система с Центра талантливых детей «Сириус». Продолжается большой переменой. Конкурсами для студентов «Я профессионал, управляй твой ход». А вершиной всему – локомотивный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей. Лидеры России». Более 180 тысяч талантливых, амбициозных, профессиональных управленцев со всей нашей огромной страны принимали участие в 4-м сезоне президентского проекта «Лидеры России». И вот сегодня вы лучшие из лучших. В самых разных треках и направлениях. У нас впервые в этом году было такое количество треков и направлений. И лидеры в государственном управлении, лидеры в науке, лидеры в образовании и здравоохранении, лидеры в культуре. Очень достойные люди приняли участие в конкурсе. Вы лучшие из лучших. Перед вами уникальные возможности, на вас особая ответственность. Победители конкурса получают наставников из числа опытных управленцев, а для тех, кто хочет расти профессионально на государственной службе, открывается возможность попасть в очередной набор в Высшую школу государственного управления. Это кадровый резерв президента. 46 губернаторов прошли именно эту ступень. Проходя эти отборочные конкурсы, да, пусть ты там где-то запал, где-то там лучше себя проявил, всегда приходят подробные данные, да, о том, что надо бы усилить список рекомендуемой литературы, которую можно потянуть, да, и в принципе, даже понимая вот эти моменты, можно уже чего-то достичь для себя. Не обязательно это какое-то назначение, повторюсь, да, это опять же круг общения. Знания, успехи, достижения, отборочные испытания по нескольким трекам – это государственное управление, бизнес и промышленность, информационные технологии, наука, культура, здравоохранение, международный. Конкурсанты объединяются в управленческие команды регионов и выполняют реальные задачи. Подобные поручения стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне. Профессиональные эксперты оценивают деловые, управленческие и личностные качества. Достаточно большое количество конкурсных испытаний. Какие-то в чем-то ты действительно, это твой конек, где-то сложности возникают. Но в целом, поскольку все-таки финал прошел, значит, достаточно хорошую подготовку имеешь. Но есть к чему стремиться. Сегодня перед руководителями всех уровней и направлений стоит главная задача – улучшение качества жизни людей, обеспечение продовольственной безопасности и комфортная административная среда для бизнеса. Чтобы противостоять внешнеполитическим угрозам и экономическим блокадам, необходимы сильные управленцы на местах. Успех в отдельно взятой отрасли – это одна из ступенек и доказательств того, что Россия – огромная, самодостаточная страна, в которой живут талантливые люди. Татьяна Супряткина, Яков Шлегель, телеканал Юрган.